Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Насчет это такой, это хотела сказать, такой вопрос, если возникает у кого-то, как получить знания, где получить знания, у кого спрашивать. Сейчас нету повода 21 век. Это прям перевод есть. Это в Google можно это гуглить. Но и там каждый переводчик по-своему, как переводит, толкование. Не каждый может толковать это аят. А вот эта сура, это 6 сура, это сура Нахл, это 43 аят говорит: спрашивайте у знающих, если вы не знаете. Если вы не знаете, спрашивайте тех, знающих, кто они, которые понимают Коран, которые знают арабский язык, чистый литературный язык. Арабский язык я же объясняю, ну, некоторые видео, что это язык Коран, и язык это разговор, речь это у арабских стран. У арабских стран, у каждой арабской как это страна есть свой диалект. А вот язык Корана это литературный язык. Есть хадис, пророк Мухаммад тоже литературный язык. Наш пророк Мухаммад саллаллаху, он тоже это говорил, это чисто это арабский, это арабия фусха, это чисто арабский он разговаривал. Вот, это спрашивайте у знающих, если вы не знаете, это аят, это 43, 46 номер говорит нам, ну, спрашивайте у знающих, которые они понимают, знают Коран, понимают хадис пророка, которые понимают арабский язык. Они вам объясняют, они вам, как это, сообщит, это что, это какой аят, что это сообщит о чем. Ну, это аят сообщит про чего и о ком разговаривает. Вот эта сура, это корова же я вам сообщила, это 65 аят, да? Второй это сура по шоту, 65 аят, что тех, которые нарушили эту субботу, да, Аллах это сказал, будьте обезьянами. Обезьяна появился от человека, превратил Аллах и обезьяны. А вот человек от обезьяны – это миф и нелогично. Да, миф и нелогично. Как это во время СССР, да, коммунистическое время, в школе нас так учили, а мы какие глупые, какие тупые были, как это, люди, которые они верили. А я не верила, я всегда маму вопрос задавала и папу вопрос задавала. Это правда, что в школе так говорят, что человек это появился от обезьяны? Мои родители, знаете, что сказали? Слушай в школе, что они говорят, и расскажи им, что они тебе это научат. Ты вырастешь, сама потом поймешь. А я потом, когда выросла и искала в исламе религия, и узнала, что человек Аллах создал из глины. Это впервые это человека создал Аллах, наш Адам, алейхиссалам, да, первый пророк Адам, из глины. Потом он, как это, превратил этот человек Адама, да, ну, как это, дал дух появился у него, и он стал человеком по воле Аллаха. Нет, вот что нас учили это в СССР. Поэтому я же говорю, что в СССР единственное, что мне понравилось, получение знаний. Больше ничего. Все как это вранье, что мифы это в нашу, это вкладывали в нашу голову. Вот это все это помещает, конечно, Коран, как это в молодости я учила, но все равно, вот видите, вот это я сейчас рассказываю вам, все это мозг, как это Татьяна Черноговская же говорит, это профессор, она говорит, что мозг ничего не забывает. Человек говорит, что забыл, я забыла. Вот, даже я если скажу, что забыла, я не забываю. Мой мозг, все там запись есть. Вот я рассказываю вам, что это в школе, как нас, как это вкладывали в голову, что человек появился от обезьяны. Он сначала был обезьяна, потом пошел и стал, и стал человек. Где логика? Где логика? Нету логика в этом, как это мысли, как это Дарвина. Который сказал, что пожалею, что меня мама родила, женщина родила, появился на свет. Он пожалел о своей мамой. А еще это такой человек, он может что-то правду сказать? Нет, конечно, ничего, кроме это вранье и обманули, как это, нашу мозгу, как это хотели, как это вкладывать, что непонятно, но Аллах меня спас, что я... В Коране же есть аят, что Аллах это сообщит о том, что он, если кого хочет настаивать, да, это прям вот истине путь. Он облегчает этого человека,
найти и, как это, получить истину. Да, вот так, мои дорогие. Не забываем ставить лайк, подписаться и поделиться. Благодарю за внимание.